Саиду Чехкиеву еще при жизни удалось стать классиком ингушской литературы. Первое произведение писателя вышло в свет в 1960 году. С тех пор ему удалось опубликовать и написать более 30 сборников в самых разных жанрах – пьесы, рассказы, поэмы и не только. Его творчество всегда отличалось богатством мыслей и яркостью образов. Саид Чехкиев писал нотами своей души. Каждое произведение, поэма или рассказ погружало читателей в удивительный мир событий и фактов. В зале ценителей творчества автора 22 января исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося писателя. Саид Чехкиев оригинал был тем, что в творчестве из трех жанров литературы – поэзия, проза, драматургия, он во всех проявил себя. И внутри этих жанров проявил так, что как никто из ингушских писателей себя не проявил. Нет такого жанра, нет такого вида литературы, такого формы литературы, в которую он бы не принял деятельное участие, не написал. Это и стихи, поэзия, это и басни. Собравшиеся отмечают, Саид Чехкиев был одним из тех мастеров пера, которые очень ответственно подходят к своему творчеству. Саид, он очень талантливый был. Он, в принципе, он мог бы написать обо всем, что угодно, но он всегда писал то, что задевает его как ингуша, как человека. Он в своем творчестве, он высоко над национальным стал, он общечеловеческого значения имеет его произведения. Народный писатель, дипломант Всесоюзного литературного конкурса имени Николая Островского, видный общественный деятель, член Союза писателей и журналистов. Саид Чехкиев был автором, которому в своих произведениях удалось передать истинные чувства людей. В 1963 году он закончил работу над самой главной книгой своего творчества. Роман «Золотые столбы», написанный на ингушском языке, оставил глубокий след в сердцах читателей. Сколько слышала о нем, сколько видела и читала его произведения. Я очень с такой большой горечью осознаю тот факт, что я вот не была с ним знакома. Для меня это очень большая потеря, и очень тяжело это все осознавать. В связи с этим я и написала несколько строк, посвященных Саиду. О его произведениях, конечно, можно говорить бесконечно. Его роман «Золотые столбы» и на русском, и на ингушском языке я читала. Это очень глубокое такое чувство у человека было к своему народу, к выселению. Очень трагически он это пережил, и все это вылилось на бумагу. Вот. И прочитав это, человек, который не соприкасался с тем временем, он глубоко осознает все это. На вечере памяти присутствуют и родственники писателя. Вдова поэта Малика Сандровна. Саид Чехкиев в книге называл носителем счастья и мудрости. Каждый запомнил его не только как писателя, но и прекрасного человека и настоящего патриота своей родины. Как новая книга, мы покупаем книги, как все, как, значит, цехан, много, тиражи были большие. Приятно было покупать. Вот у меня тоже дома эти книжки собрались. С 70-х годов у меня эти книжки Саида, я сохраняю эти книги, берегу его книги. И у меня целый раздел его книг, как в библиотеке стоит. Большую роль в творчестве Саида Чехкиева занимает переводческая деятельность. Им переведены на ингушский язык стихи Пушкина, Лермонтова, Михалкова, Кулиева, Гамзатова и других известных писателей. Значительный вклад он внес в развитие детской литературы. Многие произведения Чехкиева издавались в русском переводе. Астатин поэзия тахпач гувейна мелвар, а медиа крышты поэтушин хахуш кортяш, мелтехника цош плачтят. Автор хахцы ешцем илтациюдыш сакка тем яцвалгае поэзия нюхе. Итоговой в его творчестве стала книга «Суть», которую он выпускает в 2008 году. Если раньше он всегда подписывался именем и фамилией, то здесь он поставил только свое имя – Саид. Это поистине поэтический том народного писателя, где мудрость и красота слов. Чехкиев занимался творчеством до конца своей жизни. Активно участвовал в культурной жизни республики. Мастер скоропостижно умер в октябре 2008 года в возрасте 70 лет. Рина Сычуева, Адам Далаков, Новости 24.